Чувашлах жугышладып, чувашлах калажадып, кувал пирен юратна челихе, чун чережем хавасла, чуваш чуневал эмрлехе. Выдающийся деятель культуры и просвещения, организатор народных школ, педагог, создатель современной чувашской письменности, православный миссионер, писатель, переводчик, фольклорист. В истории каждого народа бывают личности, в которых воплощаются лучшие его качества. Среди чувашей таким является Иван Яковлевич Яковлев. Было ему немногим более 15 лет, когда он задумался над тем, как помочь родному народу сохранить, отстоять и развить свою культуру – язык. Таким образом определилась великая жизненная цель. Он назвал ее «Мое чувашское дело». Иван Яковлевич Яковлев для чувашей величайшая фигура. Это национальный герой, национальный гений, это патриарх, это апостол и пророк. Я думаю, судьба нашего народа определена им. Архивы сохранили нам несколько бесценных кинокадров. Иван Яковлевич в кругу семьи и бывших учеников вспоминает детство, деревню Кошки Симбирской губернии, где он родился в 1848 году. Меня взяла к себе после смерти матери семья удельных крестьян Пахомовых, когда мне от роду было дня 2-3. Фамилия и отчество были даны мне при крещении по моему крестному, крепостному крестьянину Якову Яковлеву. Живя у Пахомовых, я любил слепого дедушку Пахома. Водил его в качестве поводыря за конец палки, когда он отправлялся далеко к своим родственникам. Так как я служил поводырем дедушки и был уже хорошим работником, барановал, косил, жал, то принимались разные меры, чтобы не отсылать меня в школу. Но в конце концов меня вынуждены были туда отправить. Учиться было трудно, все преподавалось по-русски. А в числе учеников находилось более половины чуваш, ни слова по-русски не понимавших, как и я. Из школы я был взят как первый ученик в землемерное училище. Работая мерщиком, Яковлев переезжал из одного селения в другое. Нищета и неграмотность чувашского народа вызывали в его душе боль и сострадание. Но он понимал, чтобы помочь другим, надо самому получить образование. В Алатыре, где он оказался по работе, учителя уездного училища бесплатно готовят его в Симбирскую гимназию, а ему уже 19 лет, и поступить можно только в 5 класс. Но Яковлев настойчив, тверд в своем решении. И вот Симбирск. Экзамены выдержаны. Яковлев — единственный в то время в России чуваш-гимназист. Еще учась в гимназии, он решается на смелый шаг — создать чувашскую школу. Собирает ребят, подыскивает для них общежитие. Чтобы содержать их, зарабатывает уроками у купцов и чиновников. Сам занимается с ребятами. А в следующем году Яковлева Ивана, который при отличном поведении оказал весьма удовлетворительные успехи из всех методов гимназического курса, удостоит награждения золотою медалью, единственного из всего класса. Теперь университет. Планы Яковлева обширны. Самое насущное — создать чувашскую письменность. Ведь она так необходима. Как сейчас трудно чувашским детям учиться. Да и можно ли поднять культуру народа, не опираясь на родной язык?
В университете Яковлев находит единомышленников. При содействии профессора Ельминского он работает над созданием чувашского алфавита. Кропотливо изучаются диалекты, особенности чувашского языка. Отбираются звуки, общие с русскими. Выделяются специфические чувашские звуки, для них находят обозначения. И вот первый чувашский букварь. А Яковлев возвращается в Симбирск в должности инспектора чувашских школ. С большими трудностями удается добыть средства на покупку зданий для школы. Теперь можно развернуться. Симбирская чувашская школа становится центральной, педагогической. Программа тарых, онда шеремиге предметкене, учительница гадарленжене. Варажаба на Иван Яковлевич Каланович Амиширна. Симбирская чувашская школа – это орган государственной жизни, науки и цивилизации. Пора в развитости чувашское государственное профессиональное учебное заведение, кем был дарно. Учительский институт, институт ветеринарный, технический и университет. И вот, пожалуйста, сейчас жив нелегально. Вот, а революции тенех, и мир теплее на дорог. Менде дорожар олтыма сёлда Париж аврензит, Парижский университет аврензит охна время. Символ Степан Акимов, Иван Яковлевич ученики. Чуваш, Симбирде чуваш школе аврензит охнугисен. Тебри Роман Иванов, Берлинский университет подерна. Тебри Варшавский университет подерна. Яковлев стремился воспитать из своих учеников гармонично развитых, всесторонне образованных людей. Симбирская школа притягивала к себе все лучшее, что есть в чувашском народе. Весь этот комплекс учебных заведений представлял собой школу-интернат. Работали ремесленные мастерские, сельскохозяйственная ферма. В школу принимались дети из крестьянских семей. Учащиеся содержались в условиях сельского быта, полностью обслуживали сами себя. Школа Яковлева за годы своего существования выпустила более 1000 учителей, отлично подготовленных к педагогической и воспитательной деятельности в начальных училищах и к распространению сельскохозяйственных, ремесленных, эстетических и этических знаний среди чувашей. Ученики получали и музыкальное образование. Однажды школьные хоры и оркестр поставили оперу «Иван Сусанин». В классах часто звучали стихи. Любовь к русской культуре Яковлев прививал с большим усердием. Сам сочинял сказки и короткие рассказы для детей. Переводил с других языков на чувашский. Активно привлекал к этой работе и учеников. Впоследствии из них выросли талантливые писатели, композиторы, артисты, ученые, общественные деятели. Со временем в чувашских деревнях появилось много школ, открытых Яковлевым, и во всех работали его ученики. Деятельность Симбирской школы способствовала интеллектуально-культурному развитию чувашского народа, зарождению и развитию его художественной литературы, музыкального, театрального и изобразительного искусства. Яковлев в школе юморлихе, яланлыха, малашлых валиде, волпиринжин эталонбек төслих. Вол хый элита в ренде пизе шутламан был. Между здесь вол пуян ачизник на пуштар зельмень, анжах осхагл инжин. Чуваш осхагл элиты не пуштарна. Щине чуваш абухса юстерне. Среди ребят не только чуваши, но и русские, татары, мордвины. Слова Яковлева «русские», «чуваши», «татары» – все одно, люди глубоко западают в сознание учеников. И еще одна мечта – женское отделение. Руководит женским классом Екатерина Алексеевна, жена и верный помощник Ивана Яковлевича. Сам Яковлев непрерывно подвергается преследованиям.
Он, Яковлев, хочет чувашить, а чуваш нужно русить, требует епископ Палладий. Ныне у нас Бог знает, что делается на Руси. Грузины, осетины, татары, все лезут учиться, и каждый по-своему. Нужно по-русски. Другой епископ Никандр пишет на Яковлева тайный донос в Святейший Синод. Яковлев – пестун инородческой обособленности, просвещенный охранитель родных племен. А попечитель Казанского учебного округа Спешков в 1903 году извещает Яковлева: вашей должности больше нет. Она уничтожена. Ценой колоссальных усилий, бесконечной борьбы Яковлеву удается спасти школу. Все дело чувашского просвещения. Из стен школы выходят сотни яковлевских питомцев. «Будь всем, кого чувашам не хватает», напутствует он молодых учителей. Ему хотелось дать своему народу переведенный на общепонятный чувашский язык Библию. К 1911 году ему удалось выпустить около 2/3 полного собрания библейских книг. Это был плод коллективного творчества птенцов Яковлевского гнезда. С детства мне говорили моя мать и мои знакомые, которые к нам приходили, верующие, когда читали молитвы, что эти молитвы переведены с помощью Иоанна Яковлевича, его трудами, его учениками. Поэтому я с детства был благодарен ему, что мы имеем именно на своем родном языке эти молитвы, по той простой причине, что это молитвы на чувашском языке, они на родном языке, они умиляют душу, они понятно доходят до сердца. И я считаю, что наш чувашский народ один из счастливейших народов. Почему? Потому что мы среди многих, даже среди русских, только мы имеем на своем родном языке эти молитвословия. К сожалению, в нашей жизни часто случается, как в поговорке: что имеем, не храним, потерявший плачем. Грянула Октябрьская революция. Стали ломать все старое. Была закрыта и Симбирская чувашская школа Яковлева. Самое печальное, что предали его свои же ученики, пришедшие к власти. Но благодарных учеников, которые разнесли по всему свету идеи Яковлева и продолжили его святое дело, было намного больше. 4 августа 1921 года здесь, в Симбирске, Иван Яковлевич диктовал текст своего духовного завещания чувашскому народу. В напутственном слове выпускникам школы он советовал: помните, что владеть сердцем народным вы сможете только если не будете чуждаться языка народного. В обращении к родному языку нет измен русскому делу. Служить великому русскому Отечеству можно, не забывая родного языка, воспринятого от матерей ваших. Система обучения и воспитания, разработанная Иваном Яковлевым, неисчерпаема, поскольку она опирается на неприходящие ценности. В основе воспитательного процесса должен лежать материнский язык. Это учение Яковлева неустанно повторял профессор Геннадий Волков. Страшные притеснения языка начались сразу после войны. В связи с аттестатами зрелости, русское сочинение, совершенно игнорирующее чувашское мысль, самостоятельность, все отвергалось, только язык, знание языка. И люди теряли возможность поступить в институты. А затем русская культура, великая культура, но она не является самодостаточной. Чувашская культура интересна отсутствием насилия, толерантностью, уживчивостью, уступчивостью. Это же удивительная культура. Может быть, в мире немного таких народов, которые являются носителями такой великой гуманистической культуры. Впрочем, даже и судьба Волкова и Яковлева в какой-то степени сложилась одинаково. В свое время Яковлева по инициативе его же собственных учеников сняли с должности руководителя Симбирской чувашской учительской школы и даже изгнали из его родины города Симбирска. Аналогичная история случилась и с Волковым. В 1971 году в Чебоксарах проходила научная сессия, посвященная столетию новой чувашской письменности. На этой сессии Волков выступил с докладом, где он позволил себе критику в адрес тех, кто определял политику в области образования и в области идеологии.
И он явно намекал на то, что вот эти люди игнорируют заветы Яковлева. Геннадий Волков стал истинным борцом и достойным продолжателем дела жизни Яковлева. Владея тюркскими языками, он обосновал духовно-нравственное единство русского народа с тюркскими. За всю свою педагогическую деятельность он смог подготовить более 100 кандидатов и докторов наук из представителей 30 национальностей России. Имя выдающегося педагога-просветителя Ивана Яковлева хорошо известно в России и далеко за ее пределами. В зарубежной научной литературе он признан как ученый-практик, создатель прогрессивной системы начального обучения в двуязычной школе. Система, разработанная им, и опыт Симбирской чувашской учительской школы вошли в общеобразовательную и профессиональную школы Чувашии. Чувашский язык сейчас является государственным наравне с русским и изучается в школах. На нем издается учебная, художественная и публицистическая литература. Выходят газеты и журналы, ведутся радио и телепередачи, ставится в театрах спектакли, снимается кино. 25 апреля 2018 года исполнилось 170 лет со дня рождения Ивана Яковлевича Яковлева. В эстафету торжественных событий включились все регионы, на территории которых проживают представители чувашской национальности. Чествовали патриарха и учителя, указавшего родному народу дорогу в будущее, дорогу к просвещению, того, кто всю жизнь оставался верен своему чувашскому делу.